А он туда дальше ушел. Туда дальше. Во время поиска утят приходилось ориентироваться только на жалобный писк, исходивший откуда-то из темноты. Оказавшись под землей, птенцы сразу потерялись. Если 4 удалось найти практически сразу, то последний уплыл на несколько метров вглубь. Спускались, вот получается, по Касаткино сверху и увидели утку. Услышали, что утята в ливневке пищат. Сначала подошли к охранникам, охранники попробовали поднять втроем, они не получилось. Вызвали сотрудников, звонили в 112. Вот, вызвали сотрудников, они сказали, хорошо, приедем. Пока ждали, они тут, получается, из одной ливневки в другую туда-сюда начали гулять. От того, что мама мечется, здесь бегает, их зовет. Общими силами людям удалось поднять одну из ливневок. Пытаясь помочь птенцам, в канализацию спустился местный рабочий Василий. Мужчина самоотверженно приступил к исследованию подземных коммуникаций. Последний 5-й утенок находился довольно далеко, и спустя практически 1,5 часа мужчина спас птенца. Достали. Достали. Вот, а теперь вот этого героя надо снять. Вот этот герой. Достали. Утка в это время беспокойно ходила вокруг. Людям в руки не давалось, но далеко не улетала. Как только утята оказались на дороге, они тут же побежали к своей маме. Все, стой, она сама сейчас подойдет. Обратно туда? Нет, туда пойдет. После воссоединения утиная семья, как ни в чем не бывало, продолжила прогулку. Ну, я думаю, что утка бы одна не справилась без помощи людей, это однозначно. Поэтому, если какая-то ситуация такая, я считаю, что каждый должен прийти на помощь. Хоть животному, хоть человеку. Напомним, что недавно похожий случай произошел на Аметьевской магистрали, недалеко от станции метро Аметьево. Казанцы сообщили спасателям о 5 застрявших в ливневке утятах. На место происшествия выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда. Как и сегодня, в тот день все утята были спасены. Встаешь в пробке,